Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясы. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствуем вас! Мы, Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедянова. Сегодня 27 ноября. И аж целых два профессиональных праздника у нас сегодня. Один у военных морских пехотинцев, второй у представителей гражданской профессии, экспертов по оценке имущества. Если среди ваших знакомых есть таковые, поздравьте! А мы начинаем программу, и вот о чем пойдет в ней речь. Без рецепта простые упражнения, чтобы шея не болела. Приятного аппетита! Готовим быстро и вкусно. В стиле женский классический костюм. Как выбрать и с чем сочетать? В минувшие выходные в Казанском театре «Экиет» чествовали победителей независимой детской литературной премии «Глаголица» среди юных авторов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, пишущих на русском и татарском языках. О том, как это было, расскажем в нашем первом сюжете. Более 600 школьников из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Украины, России прислали свои работы на суд жюри. Мы оценивали оригинальность, мы оценивали художественные средства, то есть насколько, в принципе, дети владеют именно литературным языком. Мы оценивали, вы знаете, мы больше, поскольку все члены ридерской комиссии – это писатели и поэты, то есть мы просто полагались на свою интуицию. Работы были представлены в следующих номинациях: проза и поэзия на русском и татарских языках, эссеистика и художественные переводы с татарского, французского и немецкого. Стихотворение называется «Я рисовал». Я рисовал красками на обоях, синее солнце, желтые океаны. Я рисовал, и слышался шум прибоя в детской моей. И это казалось странным, только не мне. Анастасия Беляева приехала из Рыбинска. Она стала обладательницей главного приза «Хрустальной совы». Мы дали «Хрустальную сову» Насте Беляевой из Рыбинска. Замечательные стихи прислала. И вообще, когда на нее смотришь, видишь, что это очень глубокий, взрослый, самостоятельный человек, который уже работает с текстом по большому счету. А вот Кадирова из Альметьевска прислали на суд жюри мультфильм. Их работа также была отмечена. Озаглавили свою работу в ожидании Согону. И коротко рассказываю историю Великой Отечественной войны, о том, как люди жили в тылу. Ну и, конечно же, там самое главное чувство – надежда, вера, как солдат с войны вернется и будет ждать вот этого чуда. Тагир Шамсуаров, поэт из Лениногорска, с гордостью рассказал об успехах внука, который прислал на конкурс стихотворение собственного сочинения. Рядом со мной сидит мой внук, он учится в 4 классе. Я, конечно, счастлив, это меня вдохновляет, и мы еще и сам будем писать такие хорошие стихи, что будет гордиться вся страна. Жюри отметила работу Анастасии Криопаловой, которая сделала перевод стихотворения Кристины Рассетти «Маленький принц». Я счастливый человек, потому что, на мой взгляд, я уже за свои 16 лет повстречала много людей, с которыми я действительно хотела встретиться. Для юных талантов были организованы мастер-классы, где ребята могли познакомиться с известными писателями, а также почитать им свои стихи. Я поняла, что писать нужно для себя и не для кого-то, и тогда все будет хорошо. И вот именно здесь, именно в Казани, на этом конкурсе я это окончательно уяснила и поняла. Это было временем открытий и признаний, ведь каждому творческому человеку важно знать, что то, что он творит, ценно и важно.
Конкурс на присвоение аэропортам страны собственных имен вышел на финишную прямую. Уже более 2 миллионов россиян проголосовали за присвоение имен воздушным гаваням страны. До 30 ноября вы можете оставить свой голос, и тогда по итогам всенародного голосования 2 татарстанских аэропорта станут носить собственные имена. Кто лидирует в голосовании и как можно принять в нем участие, говорим с заместителем председателя Общественной палаты Республики Татарстан Тимуром Халиковым. Доброе утро. Доброе утро. Тимур Рафаэльевич, мы с вами встречались в тот момент, когда был составлен шорт-лист списка из имен. На каком этапе сейчас конкурс? Мы вышли на финишную прямую, осталось буквально несколько дней до завершения голосования. Более того, у нас получилось таким образом, что мы с вами встречались, когда формировались шорт-лист путем голосования, да, это был пример Татарстана, когда мы все этапы проводили голосование. И вот сейчас у нас опять-таки этап голосования. Такой переходящий пример того, что, я считаю, мы не ошиблись, и когда вот этот выбор был сделан, формировать и шорт-лист, да, и десятку, и тройку путем голосования, он позволил к тому, что мы вот сегодня пришли и видим результаты, когда татарстанцы активно участвуют в голосовании, причем именно на вот этом федеральном ресурсе. Есть две формы голосования основные, да, это на федеральном ресурсе, на сайте, интернет-сайте, и через так называемые точки голосования в аэропортах, на ЖД-вокзалах, в крупнейших городах. То есть это по всей стране такой механизм. И вот как раз если мы берем именно голосование на сайте, Татарстан один из лидеров по числу голосующих. Так, великолепно. Интересно. А есть информация, сколько на данный момент именно татарстанцев проголосовало или в Татарстане? Ну, соответственно, да, у нас есть информация по всем аэропортам. Более того, самое-то интересное, что эта информация обновляется каждый день, то есть информация вся открытая, и каждый человек может посмотреть и увидеть, какие результаты. Соответственно, у нас по международному аэропорту Казань результаты, ну, так округленно, да, это 96 тысяч проголосовавших. Так, вот. отлично. И, соответственно, по аэропорту Бегишева это 52 тысячи проголосовавших. Хорошо, скажите, а кто же лидирует в голосовании? Самый, наверное, главный, да, вопрос. Я думаю, да, это секретом не является. По, соответственно, по Казани это Габдулла Тукай, вот, и по Бегишеву это Николай Лимаев. Николай Лимаев. Вот если о Тукае знают практически все, то, наверное, про Лимаева знают в основном о своем нижнекамце. Да. И вот чем заслужил, на ваш взгляд, Николай Лимаев то, что вот аэропорт Бегишева назовут его именем? Ну, я думаю, что о Лимаеве-то знают не только нижнекамцы, да, более того, его вклад именно в развитие закамской территории Татарстана, сегодняшнему дню так назовем, да, был просто колоссальный. Вот, и он был и руководителем, и строителем Нижнекамск-нефтехима. То есть я напомню, что в результате еще в советский период истории Нижнекамск-нефтехим стал одним из крупнейших в Европе производителей синтетического каучука. То есть, ну, мы понимаем, да, какой масштаб, и насколько это представляло и Татарстан, и всех тех людей, кто работал на благо химической отрасли Татарстана еще в те далекие времена. И мы этот статус не утеряли, и сегодня Нижнекамск-нефтехим также является одним из крупнейших химических производств в Европе. Он также принял участие в строительстве аэропорта Бегишева, но это естественно, то есть когда начал формироваться этот промышленный кластер там, да, была поставлена задача строительства соответствующего аэропорта, чтобы можно было обеспечивать и логистику, и, соответственно, дать возможность людям приезжать на эту территорию. Ну и в данном конкретном случае, конечно, может быть и это, мы это, честно говоря, и не учитывали, но и он ведь был одним из руководителей потом и Министерства СССР по химической промышленности, то есть, да, как раз тот кадр, который родился у нас здесь, который достиг таких результатов, потом и осуществлял руководством отраслью уже на уровне всего Союза. Ну, мне вот очень интересно, вот, Тимур Рафаэльевич, если, например, кто-то еще не успел проголосовать, но вот, ну, по каким-то своим причинам, да, до какого срока он может сделать это и каким образом? Остается времени очень мало. Сколько? Есть, у нас 30 ноября заканчивается голосование, поэтому вот уже просьба, да, для тех, кто еще не проголосовал, ускориться. Потому что это в любом случае, как мы и говорили, были те, кто критиковал, те, кто не соглашались, но текущие результаты показывают, что жители Татарстана положительно восприняли данный конкурс, и их этот конкурс заинтересовал. И поэтому можно проголосовать, перейдя на сайт «Великие имена России». Есть несколько форм и по номеру телефона, и через аккаунты ВКонтакте, в Одноклассниках. Все это вот делается именно на этом сайте. Очень удобно. Да, конечно. Затем это вот так называемые точки голосования в аэропортах наших.
да, и в Казани, и в Бегишево, соответственно, это можно сделать. И еще одна форма, это если лететь рейсом Аэрофлота, прямо на борту дают бюллетени, по которым можно произвести голосование. Да? То есть, если есть кто любит экзотические способы голосования, они могут сделать таким путем. Очень интересно. Ну что ж, ждем тогда результатов голосования. Нашим телезрителям, конечно же, вернее, телезрителей приглашаем, кто еще не успел проголосовать. Голосуйте, до 30 ноября вам нужно успеть, а вас благодарим за участие в нашей программе. Спасибо. Приходите к нам еще. Сейчас небольшой блок рекламы на ТНВ, после которого мы вернемся и продолжим. Впереди самое интересное. Доброе утро! Традиционное время гороскопа в нашей программе. И вот что сулят вам и нам звезды сегодня. Овны, вы будете веселыми, общительными и уверенными в себе. И не пропустите ни одного интересного мероприятия. А после обеда еще успеете заскочить на минутку или хотя бы позвонить старым друзьям. То есть, смотри-ка, веселый вторник у людей. Тельцы, весь день вы будете сдержанными и собранными. На ваше решение повлияет воспоминания и неожиданные выводы, связанные с прошлым. Не делайте сегодня ничего через силу. Время после обеда благоприятствует развлечению и отдыху. Близнецы, вы будете в хорошем настроении, но сегодняшние встречи вызовут много самых разных воспоминаний. Атмосфера дня благоприятствует позитивным изменениям в жизни и счастливым течением обстоятельств. Раки. С утра вы будете необычайно энергичными и очень требовательными. Вам явно пойдет на пользу больше улыбок и оптимизма. Во время служебных деловых встреч будьте вежливыми и тактичными. Ваша радикальная точка зрения может возмутить кого-то важного. Ой-ой-ой. Львы, вы будете рады встретиться с друзьями. Возможны также неожиданные визиты и интересные новости от старых знакомых. Но после обеда не обижайтесь, если кто-то начнет над вами шутить. Девы, вы захотите показать себя кому-то с самой лучшей стороны, поскольку будете особенно беспокоиться о своей репутации. Однако в то же время люди вашего знака зодиака могут быть нервными и очень требовательными. Несмотря на это, вам удастся разрешить целый ряд семейных проблем. А мы продолжаем программу. Сейчас дадим несколько полезных советов, как избавиться от усталости и боли в шее. В этом поможет простая гимнастика. С болью в шее хоть однажды сталкивался каждый из нас. Она затекает, нервы защемляются. Это затрудняет кровоток в голове. Отсюда шейный остеохондроз, головные боли, усталость и проблемы с глазами. Поэтому незаменима гимнастика для шеи. В ней всего 10 простых упражнений. Упражнение «Маятник». Голова прямо, наклоняем ее вправо, удерживаем 10 секунд и наклоняем голову влево. Держим так 10 секунд. Повторяем по 5 раз в каждую сторону. Упражнение «Гусь». Тянем подбородок вперед, голова уходит вслед за ним. Затем из этого положения тянем подбородок сначала к левой части груди, держимся так 10 секунд, возвращаемся в исходное и делаем то же самое в сторону правой части груди. Так по 3-5 раз. Упражнение «Пружина». Пытаемся развернуть подбородок к кадыку. При этом голова не опускается, а как бы проворачивается на одном месте. Держимся так 10 секунд. Затем тянем подбородок вверх. Голова снова на месте. Повторяем 3-5 раз. Упражнение «Взгляд в небо». Из положения голова прямо делаем поворот головы в сторону, будто бы оглядываемся. Чуть задираем голову вверх, держим 10 секунд, возвращаемся в исходное положение и поворачиваем голову в другую сторону. И так еще 2 подхода. Упражнение «Рамка». Сидим прямо, взгляд направлен вперед. Правую руку кладем на левое плечо, локоть на одном уровне с плечом. Поворачиваем голову в сторону правого плеча и кладем на него подбородок. Сидим так 10 секунд. Далее то же самое, только в левую сторону. Делаем по 3 повтора. Упражнение «Факир». Поднимаем руки и сближаем их ладонями друг к другу на высоте 15 см над головой. Поворачиваем голову влево, носом упираемся в бицепс руки. Сидим так 10 секунд. Затем поворачиваем голову к правому бицепсу. Делаем 3 повтора на каждую сторону. Упражнение «Самолет». Разводим руки в стороны, подобно крыльям. Держим 10 секунд. Опускаем. Выжидаем пару секунд и снова расправляем руки. Делаем так 3 раза. Затем ложимся на крыло. Сначала на правое, делаем 3 раза по 10 секунд, затем на левое. Упражнение «Цапля». Руки разводим чуть назад. Голову и подбородок задираем вверх. Сидим так 10 секунд. Возвращаемся. Руки на коленях, а голова прямо. Отдыхаем 3 секунды. И снова изображаем цаплю. Так 5 раз. Упражнение «Дерево». Руки поднимаем над головой.
пальцами друг к другу на расстоянии 10 сантиметров. Голова смотрит прямо, держимся так по 10 секунд 3 раза. Упражнение «Растяжка». В исходном положении правой рукой берем за левую сторону головы и тянем ее вправо к плечу настолько, насколько это возможно. Держим 10 секунд. Возвращаемся в исходное и делаем то же самое в другую сторону, левой рукой. Повторяем по 2-3 раза. Затем помогаем руками на затылке тянуться головой вперед, чтобы подбородком коснуться груди. Затем аккуратно наклоняем голову назад. Делайте такую гимнастику каждый день, и с вашей шеей все будет в порядке. Помогает. Доброе утро, мы продолжаем нашу программу. Да, столица Татарстана вошла в топ-5 городов России с самым высоким качеством жизни, сообщает пресс-служба финансового университета при правительстве России. Оценивались качество медобслуживания, состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ, развитие культурной и образовательной сфер жизни и уровень дохода населения. Так, Казань занимает лидирующие позиции почти во всех категориях и уступила только Тюмени, Грозному и Москве. Не зря Татарстан и Казань считают второй своей родиной многочисленные представители различных национальностей, которые переехали жить сюда. Эльмира Гайфиатуллина родилась и выросла в Казахстане в татарской семье. Еще в подростковом возрасте она точно знала, куда хочет переехать, когда закончит школу. Лет с 12-13 я уже четко знала, что хочу уехать в Казань, в Татарстан, как угодно, но именно вот в Казань, потому что для меня это был, и есть, и, надеюсь, будет дальше самый лучший город на земле. Но это лично мое субъективное мнение, но для меня он на самом деле самый лучший, потому что настолько разный здесь, настолько многообразный колорит, настолько много разных ребят, приехавших сюда абсолютно с разных уголков мира, и при этом они дружат друг с другом, и не просто дружат, а даже ездят друг к другу в гости, то есть абсолютно в другие страны, и настолько грамотно здесь построена именно работа с молодежью, взаимодействие с многонациональной молодежью, потому что это все равно такой тонкий аспект, где шаг вправо, шаг влево, чтобы никого не обидеть и чтобы всем было хорошо. И вот, наконец, этот счастливый момент настал. На выпускном вечере во время вручения аттестата и золотой медали Эльмире сообщили новость, которая одновременно и обрадовала, и удивила ее. Тебе вручают школьный аттестат и говорят, что все, ты студент. Вот это был, наверное, на самом деле большой шок, еще когда на 1000-ю аудиторию, на всех школьников, твоих одноклассников, выпускников, это, наверное, был один из самых счастливых моментов, потому что тот университет, куда я хотела, та специальность, куда я хотела, и тот город, в который я просто жаждала поступить. Наверное, вот это самый счастливый момент, он продолжает до сих пор греть, потому что иногда не осознаешь до конца, что у тебя получилось. В 2010 году Эльмира переехала в Казань, закончила факультет журналистики, а потом решила получить специальность антрополога-этнолога и продолжить обучение в аспирантуре. Сейчас девушка работает в издательском доме «Хузур». Журналистика – это дело ее жизни, оно приносит ей много положительных эмоций. Возможность не только посещать какие-то мероприятия, да, увидеть все изнутри, познакомиться с разными ребятами и, грубо говоря, первым обо всем узнавать, но это шанс своим материалом, своим телевизионным сюжетом, радиосюжетом, возможно, изменить чью-то жизнь. Кому-то помочь, достучаться до кого-то, чтобы на человека обратили внимание, помогли, изменили как-то ситуацию. Вот это, наверное, главная такая альтруистическая мотивация. С 2015 года Эльмира является пресс-атташе Молодежной ассамблеи народов Татарстана. Работа с молодежью вдохновляет, открывает новые грани жизни. Такие ребята, они абсолютно разные, да, из Африки, из стран Средней Азии, из Таджикистана, из Казахстана, из арабских стран, из европейской части мира. Но, тем не менее, вот нас всех, лично на мой взгляд, объединяет то, что мы каждый хотим не просто донести и рассказать о своей культуре, о своей стране, познакомиться со своими традициями, обычаями какими-то, но у каждого, с кем я общалась, можно сказать как, открытая широкая душа, готовая впитывать знания, полученные от ребят других национальностей.
Я увидела в Эльмире человека, который не только знает, чего хочет, но также знает, как этого достичь. Она открыла в себе призвание и каждый день меняет судьбы людей, которые становятся героями ее репортажей. Это большое счастье, и я ее понимаю. Будьте и вы непременно счастливы. Многочисленные гости Казани и нашей республики, кроме красоты и удобства для проживания, все как один отмечают удивительную атмосферу дружбы как между разными народами, так и представителями разных конфессий. И эти качества воспитываются в наших детях с ранних лет. Вот что они думают о дружбе, и в их рассуждениях много правды и искренности. Мы рассказываем про друзей. Мой лучший друг Камиль, потому что в одну неделю я с ним играл в машинке. А дома мой лучший друг папа и мама там. Я с мамой не играю, я с мамой сплю, а с папой хожу на улицу. Вот такие друзья. Мой друг обед отжил в садике и дома. Мы играем бабки, ёшки, машинки, лошадки и с динозаврами. Он летит громко. Он летит вот так. Куклы – это не друзья, потому что они не могут нам помочь. И собаки и кошки тоже не могут помочь, потому что они только лают и мяукают. Дружить могут только настоящие люди, потому что они хорошие и нам помогают. Мой лучший друг – это Бадди с хвостом. Он большой и с хвостом. Он умеет лаять, коленки лизать. И с ним гуляю в лесу, кормлю собачьим кормом. А он мне говорит: аф-аф, спасибо. У меня нет собаки и кошки, зато у меня есть и Ната, и Яна. И мы смотрим мультики, играем в куклы и машинки. А в садике у меня друзья Назар, Ади, Айса, Сумая и Лаяна. И мы с ними играем в пиратские корабли и машинки. Мы с ними большие, вот такие друзья. Дружить – это значит играть, а кто не играет, тот плохой. И они живут на курьих ножках в избушке и все ломают. Я таких мальчиков и девочек не люблю. Это программа «Здравствуйте», и мы продолжаем. Сегодня поклонникам Бориса Акунина на нашем канале будет предоставлен сериал по его произведению «Шпион». В фильме показываются средства телеслежения, которые были впервые использованы спецслужбами СССР уже после войны. Видеоконференции и очки ночного видения. Все эти технические изобретения были в тот период только в проектных стадиях развития. Однако это не умаляет достоинств фильма, ведь в нем снялись Данила Козловский и Федор Бондарчук, а это уже залог успеха у зрителей. Итак, фильм «Шпион» сегодня на ТНВ, и вот что еще вы сможете увидеть на нашем канале. Подождите, еще посмотрю, что там, и скажу вам. Лена, постой. Да, Расим. Лена, ты что-то опять задумал? Что-то опять я задумал, да. А что? Я хочу, чтобы здесь, вот в подвале, у нас была комната страха. Как? Лена планирует сделать в подвале отеля новый аттракцион для привлечения туристов. Айнур теперь изображает слепую провидицу. Внезапно Кемаль сообщает хозяйке гостиницы, что прекрасно знал Ясмин. Смотрите сегодня в 9:00. Село Каймар – одно из древних поселений около Казани, которому более 400 лет. Некогда здесь была богатая усадьба дворян Баратынских. Эти места посещал сам Петр Великий, а в храме кипела жизнь. Теперь бурные события в прошлом, но церковь живет и возрождается. Путь сегодня на ТНВ. И утро еще не скоро.
И завтра будет, и послезавтра. И вообще я тебя никуда не отпущу. Как это, Ванечка? Я люблю тебя. Спасибо тебе. Милый мой, хороший. Да замужем я. Как замужем? Замужем. Типичный курортный роман закончился, как и полагается, расставанием, а впереди у обоих новые отношения. Но все пойдет не так просто, как показалось в самом начале. «Арифметика любви» смотрите сегодня в 21:00 на ТНВ. Как всегда, на нашем канале очень много интересных программ на любой вкус. Ну а сейчас пришло время немного рассказать о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем около 5 градусов мороза. К вечеру похолодает до -7, в низких местах до 9 градусов ниже 0. Ветер умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное, так что сегодня можно не беспокоиться о своем здоровье. Но ни в коем случае не забывайте одеваться тепло, потому что уже все-таки зимнее настроение, зимняя погода ощущается. И вот завтра особенно вы это ощутите, потому что ожидается понижение температур, ветер будет северный. Бррр. Снег, кстати, тоже ожидается. Ну а в нашей студии, стабильно теплая погода. И еще немножечко сейчас приоткроем, вот эту вот завесу, что впереди у нас очень интересные гости, которые, и вот тут многоточие, и нужно подождать нужно, потому что сейчас небольшой блок рекламы, а уже потом встреча с нашими гостями, будет масса интересного, масса позитивного, так что ни в коем случае не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Как работает реальная экономика на ТНВ по понедельникам в 22:10. И вновь мы желаем вам доброго утра и благодарим, что вы встречаете его вместе с нами. Классика никогда не выйдет из моды. Во все времена одежда в этом стиле пользовалась завидной популярностью и была уместна для любых случаев. Классический стиль в дамском гардеробе сочетает в себе изысканность и элегантность. Грамотно подобранные вещи способны подчеркнуть хороший вкус своей обладательницы, поэтому наряды в стиле классики так популярны. Доброе утро! Классический женский костюм – это незаменимый помощник для каждой женщины, а потому в каждом гардеробе должно быть несколько беспроигрышных вариантов. Сегодня мы подберем актуальные фасоны классического стиля. Смотрите! Выбирая женский костюм, сразу определитесь со стилем. Основных два – строгий английский, либо расслабленный, свободный, но тоже сдержанный в рамках делового стиля. Двубортные и однобортные костюмы имеют одно главное отличие – это пиджак. Разница заключается лишь в количестве рядов пуговиц, в нашем случае их 2. И хотя двубортный пиджак относится к классическому стилю, но по сравнению с однобортным он все-таки считается менее официальным. Свободный классический стиль подойдет как для деловых переговоров, так и для встреч с друзьями и даже для вечеринок. Выбирайте тот комплект, который особенно подчеркнет вашу индивидуальность и будет сочетаться с уже имеющимися в гардеробе вещами. Имейте несколько вариантов классического костюма. В них вы всегда будете выглядеть уверенно и женственно. И даже если вам нужно соответствовать строгому офисному дресс-коду, классика остается вашим лучшим выбором. А сейчас совет тем домохозяйкам, которые хотят разнообразить блюда для своих домочадцев. Мы расскажем, как приготовить гаспачо – легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. По одной версии, название супа произошло от моссарабского слова «гаспа», которое означало «остатки», так как для приготовления гаспачо использовались остатки того, что было дома. Другая версия гласит, что название происходит от созвучного еврейского слова «газас», означавшее разрезанный на кусочки или растолченный, то есть отражающий процесс приготовления блюда. Итак,
Рецепт приготовления гаспачо. Смотрите, запоминайте, готовьте. Для приготовления гаспачо вам понадобится 5 спелых томатов среднего размера, 1 красный сладкий перец, 3 маленьких свежих огурца, половина луковицы, 1 половинка жгучего перца чили, 150 мл оливкового масла, 30 граммов молока, это 1,5 столовой ложки, и полная столовая ложка белого винного уксуса. Приступим к приготовлению. Томаты нужно разрезать на четвертинки и вынуть семечки. Сладкий перец также нужно очистить от семян и нарезать кусочками. С огурцов снять кожуру, разрезать пополам и при помощи ложки вынуть семена. Лук нужно порезать кубиками. Перец чили разрезать пополам, очистить от семян и мелко нарезать. Все продукты выложить в миску, добавить масло, молоко и уксус. Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 1,5 часа. Чтобы блюдо не заветрилось, накройте его пищевой пленкой. Через 1,5 часа все переложите в чашу блендера и измельчите в течение 2 минут. В готовое блюдо соль и перец добавьте по вкусу. Гаспачо подавайте с жирными сливками и гренками. Приятного аппетита! А мы продолжаем нашу программу и встречаем обещанных гостей. В этот раз они приехали из далекого-далека. А именно из Лондона. Это участники команды КВН сборной Великобритании, полуфиналисты высшей лиги КВН. Юрий Шахметов и Артур Туманян. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, по какому поводу вы оказались в нашем городе? Мы приехали на финал первой лиги, проходит он сегодня в городе Казань. Год назад мы играли в этой лиге в Казани, то есть мы здесь, можно сказать, уже почти местные. И сейчас приехали, потому что очень много команд после сезона выходят в высшую лигу и, так сказать, посмотреть на наших соперников будущих. Для нас особенное место. Мы провели здесь практически весь прошлый год. Правда, нам в финал выйти не удалось. Да. Вот. То есть мы остановились на стадии полуфинала. Но Казань очень гостеприимный город, и здесь очень много наших друзей, и мы решили вырваться на несколько дней и посмотреть, как сегодня ребята разыграют чемпионство. Приходите все в Уникс сегодня в 7 вечера. Круто. А скажите, как получилось, что в Великобритании собралась команда КВН, которая переехала потом в Россию и играет сейчас? Это очень такая история достаточно интересная. В 2011 году я уехал в Англию. Тогда на тот момент я занимался КВНом, получается, 5 или 6 лет, и я думал, что с КВНом все покончено. Но когда я приехал туда, там была городская лига, обычная, студенческая, если можно так назвать, то есть команды из разных городов, Оксфорд, Кембридж, также играют КВН на русском языке. И с этого времени, получается, позже приехал Артур, приехал еще Миша, участник команды, мы поняли, что, в принципе, до этого мы играли в КВН, можем создать команду и попробовать таким концептом поиграть уже где-то, там, например, в официальных лигах, в Сочи поехали. И после этого как-то начали нарабатывать материал, и вот сейчас, собственно... Все же любовь к КВНу неизлечима. Ну да, действительно стало интересно, может ли команда из дальнего зарубежья впервые в истории КВН попасть на Первый канал. И мы долго достаточно к этому шли, мы играем вместе уже 5 лет, вот, где только не играли. Великолепно. А скажите, в чем особенность? Есть ли разница игры здесь и там? И насколько она ощущается? Там немножко другой зал. Если здесь зал у нас, в принципе, любит бытовой юмор, больше узнавалки какие-то разные, то там, наверное, есть такой немножко политический момент, потому что, опять же, мы находимся в Великобритании, некоторые шутки, они там допустимы, но в то же время очень много шуток про саму Великобританию. То есть люди
Но самоирония у них как бы это приветствуется, да? Самоирония приветствуется, естественно, всегда, как и в КВНе. И бытовые какие-то их уже ситуации в Британии, там, правостороннее движение, либо 2 крана с горячей и холодной водой, это все у них, естественно, тоже. Вообще ответ, на самом деле, очень прост. Нужно шутить про то, что близко людям. И именно этим и отличается. Тем, что там мы шутим про туман, чаепитие, политические убежища, а здесь про местный там колорит национальный. Слушайте, ну в Казани вы, как говорили, уже были там весь прошлый год, сегодня приехали. Что увидели, где побывали, что понравилось, что можете отметить про город, что сказать? Возле Кремля были. Мне очень понравился новый стадион. Я вообще футбольный болельщик. И очень красивая Казань-арена. Вот. Ну и, конечно, да, внутри Кремля очень красивая мечеть, очень красивый собор. Я спрашиваю, а что больше всего вам понравилось из татарской кухни? Такие треугольнички. Ичпачмак. Вот, да, ичпачмак. Вот это вот очень вкусно. И костебургеры, естественно. Костебургеры. Звучит как интересно. Костебургер звучит так, как будто это можно увезти с собой в Лондон и легко объяснить, что это. Костебургер. На границе, да, на паспортном. Какие команды выделяете для себя вообще? Фавориты у вас есть? В сегодняшней игре? Да. Ну, надо сказать, что игра будет очень равная, и уровень первой лиги в этом году очень высокий. Много команд опустилось, попытав свое счастье в лигах на Первом канале, опустилось в первую лигу и сейчас показывает очень приличный уровень. Ну, мы, наверное, поддержим местных ребят из города Альметьевска, праздник фарса и абсурда, сборная Татнефти. Будем за них сегодня болеть. Наши друзья там играют. Мы тоже будем болеть вместе с вами. Да, сегодня финал, как мы знаем, международный. Да, сегодня из Казахстана команда Каргалжино, из Беларуси, из Улан-Удэ. Но это Россия. Ну, это Россия, но... Да, это буряты. Это буряты. Это Россия. Ну и, конечно, ребята, давайте уж, я думаю, ваши пожелания и, я думаю, ваши напутствия командам. Командам на сегодняшний день, как участники уже высшей лиги, как участники команды, которые играли... Быть бодрее. Как показал, где вы играли. Я имею в виду для... Которые играли там. Быть бодрыми, уверенными, все будет хорошо. Главное прогнать текст заранее. Верить в свой материал. Бороться до конца, до последнего конкурса, биться. Сегодня будет очень-очень-очень напряженная игра. Вообще глобально не опускать руки и верить в себя. Было столько раз, когда мы могли сказать, да ладно, все уже. Достаточно этого КВН. Вот, но нет, недостаточно. Надо идти дальше и пробовать. Ну что ж, спасибо вам большое. Вы на самом деле удивили, чтобы КВНщики с утра пораньше проснулись и пришли к нам. Это, конечно, большое счастье для нас. Это сборная Великобритании. Мы не могли к вам не прийти. Ну что ж, спасибо вам огромное. А мы продолжаем. И сейчас афиша событий. Что же интересного происходит сегодня в нашем городе? В кинотеатре «Мир» сегодня пройдет творческая встреча с режиссером Насуром Юрушбаевым. Родившийся в далекой уральской деревушке Насур Юрушбаев переехал жить в Германию еще во времена СССР. Выпускник казанского журфака, он сумел найти работу на немецком телевидении и довольно быстро определился с темой, которая волнует его больше всего. Это след, который оставили татары и башкиры в Европе. Причины, заносившие наших соотечественников так далеко от родины, как правило, всегда были связаны с войной. Это и война с Наполеоном, Первая и Вторая мировые войны. Упоминания о героях тех лет можно найти в архивах, в воспоминаниях известных личностей, фотографиях и аудиозаписях. Об этих интересных находках, об историях отдельных людей рассказывает в своих фильмах Насур Юрушбаев. Всех тех, кто не готов отказаться от живого теплого звука, который дарят нам виниловые пластинки, ждут сегодня в Big Twin баре. Приносите свой винил, обменивайте его, слушайте проверенные временем хиты и просто проведите вечер в уютной дружеской атмосфере, наполненной хорошим звучанием любимой музыки. Любителей жизнеутверждающих комедий сегодня вечером ждет спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» в постановке Александра Славутского. Истории о проделках неунывающего Фигаро навсегда прославили имя Бомарше. Его герой уже более 2 столетий учит нас не опускать руки даже в самых сложных ситуациях и бороться за свое счастье. Вот и в этом спектакле в течение одного дня Фигаро придется пережить и муки ревности, и предательства, и стать жертвой интриг. Но благодаря остроумию и находчивости он с честью выпутывается из всех передряг, обретая в итоге не только любовь, но и потерянных когда-то родителей.
Ну что ж, наш город, как всегда, богат на различные мероприятия. Кто-то пойдет на КВН, а кто-то пойдет в театр. Так что, дорогие друзья, я думаю, каждый найдет что-то себе по вкусу. Ну а сейчас кто-то еще услышит, что же его ждет сегодня по предсказаниям астрологов. Продолжаем астропрогноз. Весы. Рискните принять участие в каком-то конкурсе или акции, ведь звезды сулят вам какой-то выигрыш. Если к вам обратятся за помощью, не стоит отказывать. Какой хороший для меня гороскоп. Скорпионы. Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель. Скорпионам стоит задуматься об этом. Стрельцы, вас ждет удачный день. Вы поднимете настроение даже самым грустным друзьям и ни на секунду не заскучаете сами. Не отказывайтесь также помочь кому-то в профессиональных обязанностях, на работе и приобретете репутацию людей, на которых можно положиться. Вот смотри, и мне предсказано, что я кому-то могу помогать, и ты. Так что после эфира идем помогать всем. Да, обязательно. Я только съезжу буквально в одно место до завтра, и все. Итак, Козероги, вы будете сердечными и заботливыми. Можете рассчитывать на удачные совпадения и хорошие новости. Только прощайте обиды, забывайте о старых делах и миритесь с противниками. Дома тоже будьте дружелюбными и скромными, и вами будут восхищаться близкие. Но восхищение и любовь близких, мне кажется, самое дорогое. Подумай, что там происходит за пределами квартиры, а дома главное, чтобы была тишь да благодать. Водолеи, забудьте о проблемах и наслаждайтесь по возможности отдыхом. Встреча с друзьями придаст вам веры в людей. Вы оцените то, что для вас делают другие люди, а ваша интерпретация событий всех развлечет и позабавит. Веселые водолеи! Очень интересно, выдается сегодня день. И, наконец, рыбы. Вы будете мирными и тихими, погрузитесь в мечты и воспоминания, не делайте ничего на показ и будьте честными. Разговор с кем-то, кто для вас является авторитетом, принесет удивительные и неожиданные решения и выводы. Ну вот такой гороскоп для представителей наших всех знаков гороскопа. Мы надеемся, что сегодняшний день принесет всем только хорошие, добрые эмоции. Ну а пока еще раз напомним, какая погода нас ожидает сегодня. Погода будет облачной, с прояснениями, временами пройдет снег, температура воздуха около 5 градусов мороза, такой средний морозец. К вечеру похолодает до -7. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 82%, магнитное поле Земли спокойное. Так, это вроде все на сегодня. А давайте узнаем, что же видим завтра. Скорая помощь, в каких случаях и как правильно ее вызывать? Приятного аппетита, рецепты белкового питания. Форма, как встать на мостик. На этом наша программа завершается. Мы желаем всем отличного дня. Увидимся завтра на ТНВ. Мы вас любим. Всем пока! Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җырның ахәңенә канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.